Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Второй дальневосточный гектар при удачном освоении первого правительства России продолжит поддержку регионов Дальнего Востока. На эту должность претендовали 7 кандидатов. Коллективу Мирнинского театра представили нового директора. Нерюнгринские баскетболисты стали сильнейшими в Якутии. Наш корреспондент пообщалась с чемпионами. Законопроект, позволяющий бесплатно взять второй дальневосточный гектар при удачном освоении первого, внесен в Кабмин. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Накануне премьер Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по развитию Дальнего Востока напомнил о предложении давать желающим второй бесплатный участок земли по программе «Дальневосточный гектар». Он потребовал оперативно расширить программу. Законопроект о втором гектаре уже внесен в правительство. Его можно будет безвозмездно получить уже в августе этого года без бюрократических процедур и в онлайн-режиме, сказал министр Чекунков. Между тем, правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам Дальнего Востока, заверил Михаил Мишустин. Премьер напомнил, что приоритеты в развитии макрорегиона определены президентом России Владимиром Путиным. Это опережающее развитие экономики, повышение инвестиционной привлекательности, а главное – рост уровня жизни людей, которые живут, работают, строят планы на будущее для себя и своих семей, перечислил Мишустин. Он отметил, что для населения региона важно создать комфортные условия. Все субъекты Дальневосточного федерального округа в прошлом году получили дополнительную финансовую помощь для обеспечения социально значимых и первоочередных расходов. Такую поддержку правительство, безусловно, продолжит. Это позволит быстрее преодолеть последствия распространения коронавируса, решить проблемы людей. Приоритет для нас – их интересы, качество жизни, рост доходов. При этом необходимы новые надежные механизмы, которые обеспечат регионам дополнительные источники доходов, повысят их самостоятельность, дадут импульс к развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата. Качество организации питания в 24 тысячах школ России проверил Роспотребнадзор. Это более половины от общего числа в стране. Также ведомство проинформировало его не отличишь от остальных. Но именно супервайзер отвечает за обслуживание самолетов, одновременно следит за предполетной подготовкой авиалайнера, контролирует выполнение процедуры заправки судна и погрузки багажа. Всего в списке обязанностей супервайзера более 30 обязанностей.
Профессия супервайзер в аэропортах России относительно новая. Раньше обслуживанием самолетов между рейсами занимались авиатехники. Отдельная должность понадобилась, когда аэропорты стали принимать и отправлять десятки бортов в день. В Мирнинском авиапредприятии на место супервайзера выбирали из местного штата. Здесь персонал какой-то со стороны, который не понимает специфику аэродрома, да. Здесь этого человека надо было довольно-таки долгое время обучать и вводить в работу. Поэтому было принято решение принять человека внутри нашего предприятия. Руководству предприятия долго думать не пришлось. Выбрали Семена. Работал к этому моменту почти 3 года. Авиационное образование есть. Единственное, что пришлось сделать – обучиться на супервайзера в Новосибирске. Самое сложное в работе, признается Семен, новизна. Коллективу пришлось привыкнуть к новой специальности. Людям порой доказать, что это действительно важно и действительно нужно, потому что есть, я думаю, везде, что вот когда человек долгое время работает, он привыкает к определенному алгоритму действий, к определенной работе, и как-то вот внести что-то новое, это бывает сложно. То есть в основном работа с людьми. Но в службе авиационной безопасности я научился работать с людьми, там непосредственно каждый день работаешь. Так что, в принципе, особо сложного здесь нет. На супервайзеров обучают в авиационных учебных центрах. Стать им может любой желающий. Но для этого необходимо получить среднее авиационное образование и отработать в аэропорту минимум год. А дальше все зависит от того, как покажет себя сотрудник. Обычно на должность супервайзера выбирают руководителей аэропортов. Самых стрессоустойчивых, коммуникабельных и оперативных. Анна Винокурова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Мир не без добрых людей. Житель Алдана со страшным недугом, рассеянным склерозом, обратился за помощью в лечении. Подключились как рядовые алданцы, так и организации района, рассказывает Руслан Павлов. На протяжении 3 лет Александр Гаворин борется со своим недугом – рассеянным склерозом. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы. Приостановить болезнь можно, но лечение даже в российских клиниках дорогостоящее. Поэтому Александр обратился за помощью в благотворительные организации, которые, в свою очередь, привлекли меценатов. Вот ездил в ноябре в Благовещенское, да, там сделали МРТ головного мозга, говорят, без изменения. Но по своему самочувствию, да, я думаю, что болезнь прогрессирует, потому что на данный момент, да, уже 100 метров, то есть до поликлиники я иду уже тяжело, да. На призыв помочь отозвались как простые люди, так и организации города. Первым, кто оказал финансовую поддержку Александру Гаворину в размере 250 тысяч рублей, стало общество содействия развитию предпринимательства. Компания, давно работающая в Алдане, социально ориентирована на помощь городу, району. Также помогаем людям, которые обращаются со стороны извне, помогаем им в решении их проблем. СРП активно принимает участие в различных социальных проектах Алданского района. Крайний, который ведет общество, это строительство Иверского храма в городе Алдане. На сегодняшний день, конечно, главным детищем этой компании является строительство Иверского храма у привычного, излюбленного для алданцев места в районе автовокзала. Я очень надеюсь, что в этом году мы осуществим нашу заветную мечту и завершим строительство, осветим этот храм. Не оскудеет рука дающего, говорят в народе. Это значит, что человек щедрый всегда найдет возможность помогать другим, а добро его возвратится к нему, как благосклонность судьбы и удача в делах, на которые надеется и Александр Гаворин, борющийся со своим недугом. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Коллективу Мирнинского театра представили нового директора. Им стал актер и режиссер из Калуги Константин Солдатов. Отбор проводился на конкурсной основе. На должность претендовало 7 человек. Конкурс прошел в 3 этапа в течение 3 месяцев. Константина Солдатова коллективу представили глава конкурсной комиссии и премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко, а также министр культуры Юрий Куприянов. Они объявили, что будут присутствовать на первой премьере нового директора. Коллектив Мирнинского театра тепло встретил своего руководителя. В таком небольшом городе такое огромное здание, это, я не знаю, как инопланетный какой-то объект приземлился здесь.
Вот. И вообще вся местность, да, все, что вокруг находится, вот, оно вызывает какой-то дикий восторг. Моя первая задача – это ознакомиться с ситуацией, потому что есть определенная концепция, мое видение в связи с тем, что я собирал какую-то информацию о городе, о театре, о репертуаре, о том, как театр представлен в соцсетях и вообще за пределами, да, вот этого здания. Вот. Сейчас на данном этапе мне нужно собрать еще больше информации, чтобы, может быть, скорректировать какие-то планы. Нерюнгринские баскетболисты вернулись домой с победой. В начале марта в Якутске проходил республиканский чемпионат. В финал вышла столичная команда и нерюнгринцы. Счет 61-66 в пользу Южной Якутии. С победой баскетболистов поздравила Екатерина Павлова. Сборную команду по баскетболу в Нерюнгринском районе более 10 лет возглавляет тренер Степан Григорощук. Баскетбол популярен среди нерюнгринцев. Его выбирают дети и их родители. Только у Степана секцию посещают более 50 детей. И состав сборной команды района не меняется долгие годы. Период пандемии, конечно, забрал себе все время тренировок, но, несмотря на это, спортсмены сумели прийти в форму за короткое время. Мы приступили к тренировочному процессу в середине февраля. Задействовали по максимуму спортсооружения. Это стадион «Горняк», «Шахтер», ДК Пушкина. Где возможность была по времени, там и занимались. То есть за столь короткий срок мы пришли в форму, можно сказать, на максимуме. Ну и где показали хороший результат в играх. Спорт – это радость побед, но прежде всего это победа над собой и каждодневный труд. Лучшим игроком чемпионата, заработавшим в финальном матче 25 очков, стал нерюнгринец Александр Сорокин. Было очень тяжело во время ковида, то, что не были открыты залы и так далее. Но мы находили какие-то варианты, тренировались, подготавливались. Игры были тяжелые, так скажем, но все равно мы справились все вместе, потому что мы команда, мы единое целое. Впереди у сборной тренировки и усиленная подготовка к соревнованиям, а именно к дальневосточному турниру, который должен состояться в мае в Амурской области. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.